С песнями и плясками в народных костюмах участники конкурса завлекают гостей попробовать их угощения. В канун Дня рыбака на столах изобилие даров Дона. Мы сами в Хапрах живем, вот здесь 10 километров по прямой. Там тоже такая же рыба есть, и уху вкусную варят. Только жалко, праздников не делают таких, как здесь. Уху готовят по старинному обычаю, на живом огне. Участники признаются, рыбу ловили не сами. Чтобы угостить всех желающих, каждому повару понадобилось около 30 килограммов улова. Для членов жюри авторство блюд держится в секрете. Уху подают в одинаковых кастрюлях, а вместо названия – номер. Спор у нас шел, мы 1,5 часа занимались, если не больше, оценивали, спорили, перепробовали. Закрытыми глазами пробовали, чтобы определить четко, соответствует это или не соответствует. В каждой рыбной похлебке своя номинация. При зрительских симпатиях звание «Народная уха» получило творение Маргаритовского сельского поселения. Их котелок опустел первым. Еще не пробовали, но Маргаритовскую еле отняли. Не хотят давать, говорят, самое вкусное. Осталось ложки найти и все. Главное звание «Настоящая донская уха» присвоено похлебке Елизаветинского сельского поселения. А вот участники из Азова прославились на фестивале точным соблюдением вековых традиций. Уху готовила потомственная казачка по рецепту прадеда. Но особенный интерес зрителей вызвали исторические костюмы конкурсантов. Верхний – это борок, то есть он назывался борок, потому что жемчужное ожерелье близкое именно к подбородку. Чики-лики, то есть чики – красота и лика – лицо. Отсюда и название чики-лики. Тоже все жемчужное. В чистом поле мастера верховой езды. Профессионалы джигитовки скачут вниз головой и строят живые пирамиды. Праздник уже давно стал семейным. Местные обычаи привлекают людей всех возрастов. Ради чего стоит и надо делать эти праздники? Это гордость, кулинарная гордость традиции, гордость истории. Мне очень приятно возвращаться каждый раз сюда. Я с той стороны берега вырос, правда. Среди зрителей не только дончане, но и гости региона. Уникальные традиции из года в год привлекают на ростовскую землю туристов. Помимо приятных впечатлений, можно увезти с собой сувениры ручной работы. Анастасия Кованцева, Станислав Фоменко. Главное – новости.